знаковое место Тастумус на реке Лена. Отсюда когда-то взметнулось в небо голубое пламя. А повесть «Тастумус» впервые для якутской литературы получила международную премию. Наш герой, писатель, драматург, фотограф Владимир Федоров является гражданином номер 1 поселка Тастумус. Ну, прежде всего, наверное, я обязан появлением своим в Тастумусе моей маме, потому что еще во время начала войны она училась в Якутске в рыбном техникуме. И когда вот война началась, их 15-16-летних девчонок выдали им временные свидетельства об окончании и отправили по всей Якутии работать. И она попала в Заполярье. И вот до самой победы, до 1945 года, она работала в Булуне, в Кюсюре, в Чекуровке. После окончания войны их собрали в Тобольске, получили дипломы, и мама получила направление во вновь созданный Кобяйский рыбзавод, вот в качестве базы которого был выбран Тастумус. Отец мой, он вернулся с фронта, после 1945 года еще служил какое-то время в Чехословакии. Вот поскольку предприятие создали новое, его взяли механиком в рыбзавод. Вот так они встретились, полюбили друг друга, и появился я на свет. Рыбзавод-то создали, а сельсовета еще не было. Чтобы меня зарегистрировать, через год, наконец-то, в Тастумусе такой создали Среднеленский сельсовет, которому подтянули окрестные села, геологические партии там, которые были, и вот Тастумус оказался. И поскольку я был первым, кто стоял в очереди долгой на получение свидетельства, вот мне выдали свидетельство номер 1. Когда подходило мое 60-летие, вдруг собралась такая группа энтузиастов. Совершенно это был общественный какой-то такой жест, то есть никто их не финансировал, никто их не организовывал, сами собрались, создали бригаду строительную и несколько недель подряд ездили в Тастумус, вот, кто за 20, кто за 50 километров по реке, и построили этот маленький домик, установили такой памятный монумент, камень, на котором высеченные строчки из моего стихотворения. Вот я и приплыл, вот я и пришел, здравствуй, моя Родина. По какой-то иронии судьбы получилось, что я родился там, первый человек официальный, и последний дом, который остался в Тастумусе, это был тот дом, в котором я родился. К нему добавился новый дом, потом добавилась юрта, которую подарили Николаю Лугинову. Повезло, что я родился вот в таком маленьком рыбацком охотничьем селе на берегу большой реки. Ждал, когда мне исполнится 10 лет, потому что у нас в селе была такая традиция, что на 10 лет мальчику дарили собственное ружье. Он мог охотиться, я мог ставить, снимать, проверять сети, ездить на моторные лодки. Я начал писать, может быть, лет в 15, но потом, когда дожил до 17 лет, решил, что это какое-то дело бесперспективное. Как-то плохо у меня это все получается, и забросил до той поры, пока я не попал в геологию. Это были 70-е годы, да, это был расцвет бардовской песни, Высоцкий, Акуджава, там, Городницкий и прочее. А то, что они были запрещены, это только нам всем добавляло интереса, да, мы переписывали их песни, у нас ребята пели на курсе, играли многие, вот. И мне кажется, в этой атмосфере, живя, просто невозможно было не начать что-то пробовать писать самим. Это был какой-то такой гитарный бум. У нас на курсе 33 училось парня и всего 5 девчонок. И вот из 33 парней на гитаре не умели играть только 3. Хотя я учился на геологическом, я стал писать какие-то заметки в газету. Сразу стали печатать и как-то отмечать. Ну и таким вот образом я и пришел параллельно, наверное, и в поэзию, и в журналистику. Одновременно с ружьем мне подарили фотоаппарат на 10 лет. И я посмеялся, я говорил, что я первый фотоохотник в Тастумусе. Когда я пришел в журналистику, всегда снимал сам. Вся моя родня, начиная от жены и родителей, все были против, потому что геолог считалась такая уважаемая профессия, хорошая зарплата, статус вроде бы. И вдруг там 24-летний парень пойдет в молодежную газету, там будет где-то, как они говорили, с блокнотиком бегать, что-то делать. Поэтому мне пришлось преодолеть вот это. Целый год понадобилось мне, чтобы победить внутридомашнюю оппозицию. Я очень благодарен геологии, и все равно она осталась моей первой любовью. Вот. И вот если взять мой роман «Сезон зверя»,
вот, одно из самых моих больших произведений, то как раз это мой геологический опыт. Я работал в Заполярье, я в Мирном искал алмазы, на побережье моря Лаптева золото искал. После окончания я еще, получается, года 3 работал в геологии. Геология потом постепенно стала у нас, так сказать, засыпаться, да, как и вся система нашей промышленности, выстроенная на севере в советские времена. Вот. И в итоге вот из тех моих друзей, которых я упомянул, человек, может быть, 5 остались в геологии. То было республиканское совещание молодых писателей, а я в то время работал еще в геологии. Вот. И меня пригласили на это совещание, значит, из молодежки, где я опубликовал стихи. На мое участие приехал Юрий Кузнецов. И он просмотрел рукописи всех русскоязычных поэтов, которые здесь были, потом отвел меня в сторонку и сказал так, что вот я твои стихи беру, но я тебе вообще ничего не обещаю пока, да, и ты вообще об этом помалкивай. Он вообще очень был такой лаконичный, немногословный человек, Юрий Кузнецов. Вот. И он взял эти стихи и уехал в Москву. И потом в один прекрасный день мне вдруг говорят: Володя, там продается журнал «Литературная учеба» с твоими стихами. А в то время журнал «Литературная учеба» был очень такой престижный и ну, очень авторитетный. Вот. И там причем печатали молодых авторов не просто их произведения, а, как правило, какие-то маститые писатели разбирали. И вот Юрий Кузнецов написал целую рецензию на мои стихи, и где-то больше десятка стихотворений было опубликовано. Поэтому вот эту подборку, ее сразу как-то везде заметили. Вот. А тем более Юрий Кузнецов. Он вообще не любил кого-то хвалить там и не часто это делал. Может быть, он, конечно, увидел, что вот на далеком там севере, где-то в Якутии, есть парень, из которого, может быть, когда-то какой-то толк получится, потому что он сделал и очень важные замечания, в том числе, которые я запомнил на всю жизнь. Вот. Например, по поводу там эпитета и метафоры, у меня там в одной строчке были «мокрые валенки». Вот. Ну, то есть просто название, да, вот. А он мне написал: в мокрых валенках в поэзии далеко не уйдешь. Я запомнил это на всю жизнь. Ищи метафору. Вот. И когда я приезжал в Москву, мы с ним обязательно встречались. Он меня приглашал в Центральный дом литератора. Весь вечер мог сказать там несколько десятков фраз. Но для меня это было важно. Когда вот я сейчас переместился в Москву, и вдруг, значит, стал наблюдать, что некоторые люди, значит, гордятся тем, что их где-то поругал Кузнецов даже, да. Вот, а у меня, получается, вот такая целая история была, значит, когда он меня поддержал, очень помог. Это был 79-й год. В журнале номер 2 за 80-й год «Литературная учеба», он у меня хранится. Я у него и дома в Москве бывал, он показывал свою библиотеку. Многие поэтессы не любят Юрия Кузнецова, да, потому что считают его таким женоненавистником, да, потому что он, например, женскую поэзию почти не воспринимал. Как он говорил, что женская поэзия – это рукоделие. Когда приближался очередной юбилей Литинститута, он написал свое такое эссе «Очарованный институт». Настолько он откровенно описал жизнь общежития Литинститута, да, вот, и своих друзей, преподавателей, что, значит, в Москве-то никак не проходило. А я тогда уже был редактором «Полярной звезды». И он мне отдал и говорит: ну, может, ты напечатаешь хоть у себя в Якутии. Ну, и я взял и напечатал. Вот эта публикация впервые вышла у нас. Потом уже, в более позднее время, когда там перестройка началась, сменились какие-то цензурные понятия, да, вот, это вышло в какой-то книге у него. Но вот первая публикация «Очарованного института» была у нас. Ну, например, комендантом общежития Литинститута был такой знаменитый, значит, уже в возрасте человек, у которого не было одного глаза. Конечно, все студенты его звали Циклопом, да? Вот. И он был такой очень свирепый, вот. И он, значит, следил там за всем, что происходит, вот. И вот Кузнецов описывает, как однажды с ректором они зашли в комнату, а вот Кузнецов с каким-то там российским поэтом всю ночь, значит, спорили по поводу
литературы, там, каких-то, значит, своих взглядов. Вот. И когда у одного из них заканчивались аргументы, он брал пустую бутылку, бросал ее вверх и разбивал об потолок. Стекла сыпались на стол, значит, да. И вот так они, значит, все эти бутылки туда переметали, и уже утром сидели. И вот когда, значит, зашел этот циклоп и включил свет, и Кузнецов говорит, от меня во все стороны брызнуло сияние от этих осколков, да. Вот. Ну вот, а ректор посмотрел, значит, а в чем дело, из-за чего это у вас, что, скандал? Да нет, мы спорили о символизме. Он говорит, ну ладно, тогда не трогать. Вот, и какие-то такие вот вещи он забавные написал, но тогда это казалось таким кощунством. Когда стал редактором «Полярной звезды» в 1989 году, выяснилось, что я был самый молодой редактор литературного журнала в Советском Союзе. Потому что раньше же ведь таких аксакалов садили обычно, чтобы они приглядывали там за молодыми, не дай бог какие-нибудь диссидентские там, значит, штучки выскочат или что-то еще. А тут как раз все поменялось, и Хатугус-Улус и «Полярная звезда» разделились. Когда меня приняли в Союз писателей в 1988 году, впервые поехал в Дом творчества. Познакомился с Анастасией Цветаевой. Когда приехал в Москву, она позвала меня к себе в гости. Она была совершенно одна, и она даже обрадовалась. И вот я часов в 10 пришел утра, и самолет у меня был в 9 вечера, и я до самого самолета находился с ней, да. И вот тогда она мне тоже дала рассказы, которые только-только начали печататься, вот, написанные ею в ссылке. Существует библиография ее, да, в интернете, и ее публикации. И там написано, вот эти два рассказа стоят, журнал «Полярная звезда», 92 год. И мне там было 37, наверное, лет, или 36, 37, то Сафрону Осипову было 20 с чем-то, Ване Иннокентьеву тоже 20, Аите тоже 20 с чем-то было. Вот. И у нас самый старый был Иван Антонович Лосков, которому исполнилось 40 лет, понимаете. Вот такая была редакция. Мы самые первые в Советском Союзе в литературном журнале напечатали «Лолиту» Набокова. До этого вот журнал «Иностранная литература» они хотели опубликовать, но испугались. И сделали каким-то небольшим приложением, брошюркой. Эта брошюрка попала в руки Сафрону Осипову, значит, в нашу редакцию, и мы напечатали. Знаменитый Акунин ныне, да, он у нас печатался в «Полярной звезде», как, значит, еще под своей грузинской фамилией, как переводчик. Он переводил многие вещи с японского языка, а его не печатали в Москве. И тогда вот мы нашли такой вот вариант. И вот, например, роман «Сёгун» знаменитый, по которому потом известный фильм был снят, вот впервые на русском языке был напечатан в «Полярной звезде». Благодаря Юрию Алексеевичу Чертову я и попал в журнал «Полярная звезда». С ним вместе работали в газете «Якутия». В конце уже почти 70-х годов вот, Юрий Алексеевич там уже работал, был заместителем главного редактора. А потом в «Полярной звезде» сменилось руководство, и его туда пригласили, перевели, как тогда же все обком партии это делал. Вот. И когда его перевели в «Полярную звезду», он решил меня туда пригласить. Это была очень такая веха и какая-то ступень в моей жизни, потому что я из журналистики обычной, да, перешел уже в журнал литературный. Лет 7 работали, он был моим руководителем. Я написал «Вечерняя прогулка по свежему воздуху». 3 товарища, студенты тогда еще, геологи, чуть не утонули в горной речке. Там и были какие-то элементы просто счастья, еще и элементы мистики. У меня была презентация, книга «Остров Аграфены». На эту встречу пришел мой друг-однокурсник. Это один из тех, с которыми мы в этой речке тонули. Мне, конечно, было очень здорово его рядом увидеть снова. Вот. И вот это был мой первый рассказ. Есть такой остров Аграфены, недалеко от Жиганска, вот, за Полярным, как раз на Полярном круге находится. И когда-то там жила знаменитая шаманка. О ней ходит много легенд. В 2007 году мы с Бочковским Славой на яхте прошли, можно сказать, по пути тех землепроходцев, которые после Якутска поставили Жиганский острог. Вечный покой
сердце вряд ли обрадует вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Как бы влияние-то ее было очень сильное, многие ее боялись, они знали на Колыме, на Индигирке, и тогда вот наше областное руководство где-то в 1780-х там годах, по-моему, не придумало ничего лучше, как отправить туда казачью команду на этот остров, выкопать тело Аграфены из земли, сжечь на костре и развеять пепел. Сквернили могилу, да, и люди стали еще больше бояться. Вдруг Аграфена начнет мстить. На писателей, а на поэтов особенно, такая атмосфера действует. Мне всегда, начиная с моей молодости, было как-то немножко, ну что ли, даже обидно, да, что люди, живущие у нас в Якутии и в городе Якутске, они не очень хорошо знают свою историю. Вот. А я почему-то историей интересовался вот, ну, еще с подросткового возраста. Спектакль «Апостол Государев», да, о Петре Бекетове. Я вот в свое время с вашими коллегами, я не помню, это был какой год, ну, перед очередным юбилеем вхождения Якутии в состав России, ну, это давно уже было, вот, я вышел на улицу с телекамерой, вот, и спросил идущих мне навстречу 20 человек, кто такой Петр Бекетов. Вот. Ответила только одна девушка. Откуда ты такая умница, это знаешь? Она говорит, а я на исторический поступаю. Люди, живущие на улице Бекетова, ну, они его называли героем гражданской войны, героем Отечественной войны, партийным каким-то государственным деятелем. Только что не придумывали, но то, что он был землепроходец и основатель города Якутска, не знал никто. Это были вот 80-е годы. Захотелось, чтобы люди о нем узнали. Одиссея инока якутского, священник якут, да, что он участвовал, значит, в русско-японской войне, героем был, и потом так потихоньку сошел со сцены, потому что государство и система с ним так вот обошлись, поступили, да. И мне хотелось восстановить историческую справедливость. Не спустили славный Андреевский флаг! Россия вас не забудет! Настала минута прощания. Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, представшихся рабов Твоих, и сотворим вечную память, вечную память, вечную память. Вхождение Якутии в состав России отмечалось, да, как тогда называли, это формулировали, добровольное вхождение Якутии в состав России, да, то понятно было театру русскому, что в Москву надо вести какой-то спектакль на местную тему, чтобы он как-то выделялся, а может еще и отражал этот процесс. И поэтому вот каждый раз тогда вдруг вспоминали, значит, о моих спектаклях или обо мне. Когда я вот пишу о чем-то, да, у меня бывает такое ощущение, что я как будто нахожусь в этом времени. И я даже уверен, что там именно так происходило или происходит. Вот. Конечно, я пытаюсь архивные какие-то документы, значит, читать, какую-то документальную литературу,
вот, только не художественную об этом периоде, да, вот. А потом вдруг начинает складываться вот какая-то картина, вот о созвездии Марии можно сказать, что когда я написал эту пьесу, и вот, ну, вот сцена там, да, вот сцены, что вот такая у них большая любовь, трагедия, она умирает потому, что умер он, да, вот. Это я вот для себя ощущал как бы 100%. А в то же время некоторые краеведы наши и ученые говорили, да это он поэт со своей поэтической фантазией навыдумывал там, да, какой-то тут романтической любви. На самом деле, может, и ее вообще не было. Или, может, Прончичев женился там в Усть-Оленьке на какой-то женщине. Вот. Тогда материалов-то исторических многих не было. Они только появились в 80-е и в 90-е годы. Птенцы гнезда Петрова, доблестные сыны Отечества, на дело идете многотрудное да славное. Вашими стараниями прирастет могущество империи российской. Потомки, внуки, правнуки скажут вам спасибо. России! Виват! Виват! Государь-императрице Анне Иоанновне! Виват! Виват! Славному делу государя-императора Петра Алексеевича! Виват! 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 Капитан Шпамберг, рубить концы. Зовет в поход, время трубит отход, манит звездой восход, пенится небосвод, парус звеня поет, рвется корабль вперед, славен Петровский флот, как на Руси повелось время нам оставить гроб по волнам, пойти вперед. Время, друзья, распахнуть необъятную даль. Знаем мы, нелегок путь, но назад не повернуть. Время нас зовет в поход, как повелел государь. И вот настоящее имя Марии Татьяна было открыто в 1983 году. После того, когда я уже написал эту пьесу, почему она у меня и называлась «Созвездие Марии», да? Вот. Но судьба, она как бы... Иногда мы получаем какой-то, ну что ли, как это называется, сатисфакцию или какое-то вот удовлетворение или подарок какой-то судьбы. Вот когда, значит, раскопки археологические проходили там в Усть-Оленьке на могиле Прончищевых, да, вот, и когда еще не было точно известно, была она там рядом захоронена, не захоронена, вдруг в один прекрасный день мне позвонил Михаил Ефимович Николаев, наш президент в то время, когда откуда-то он услышал, что я этой темой интересуюсь. И вот надо ему отдать должное, и я тоже ему очень благодарен, что он вот в этой культурной сфере, он, пожалуй, из всех наших президентов был больше всех ориентирован и как-то заинтересован. И он сказал, вот через 2 часа в аэропорт мы с тобой летим в Усть-Оленек. Вот. Ну и для меня это подарок судьбы. И кроме нас был только руководитель его администрации и наш епископ Герман, который должен был там провести панихиду. И мы прилетели туда. И когда у меня на глазах вот открылась эта могила, да, когда я увидел своими глазами, что они лежат вместе рядом, и когда эксперты сказали, что умерли они не от какой, не от цинги, вот, а Василий себе сломал ногу, а у Марии вообще нет никаких признаков цинги или чего-то еще. Она умерла именно вот потому, что она потеряла его. Она умерла вот от любви, именно от потерянной любви, от трагедии. И вот на краю этой могилы я как бы получил вот, ну что ли, ответ на все то и
он, значит, в чем меня попрекали, то есть подтверждение моей какой-то глупой поэтической версии, что ли, да, вот, я получил там. Вот он, самый северный мыс! Смотри, Мария, вон оно, на небе созвездие твое, созвездие Марии! Моя страна, моя любовь, моя весна. Ты моя земля, мои поля, мои тревоги. Мне тебе служить, с тобой одной судьбою жить, чтобы рассказать свету. Ничего нигде лучше нету, нету для меня красивей, нет милей моей Руси. Россия, родные вольные края, под небом синим, отчизна юная моя, всея Россия, твои золотые купола. Россия, молю, чтоб вечно ты была. Ты моя судьба, моя душа, моя мольба. Ты моя свеча, моя печаль, мои надежды. Свет великих штормов, чужих снегов, чужих порог. Я силен твоей силой, я силен твоей вечной верой, и всегда с тобой буду первым, милая Россия моя. Россия, родные вольные края. Иногда у писателей такое бывает, что ты, значит, вдруг чувствуешь, что это так оно и было. А почему оно так было, непонятно, да? Вот. Поэтому с этой пьесой у меня связано очень много, и, значит, и какие-то мистические истории разные с ней были связаны. В общем, это... А можете рассказать? Ну, вот могу рассказать, да. Это было в Москве, потому что премьера этой пьесы состоялась не в Якутске, а в Москве в 2012 году. Ну и когда, как всегда бывает, на премьере там шум, много друзей, весело, все, значит, там, да, отметили это дело. А потом я поехал к себе домой, в то время, где, значит, снимал квартиру, вот. Один. Оказалось, что вдруг совершенно все друзья разъехались, разбежались, один. Я приехал. Приехал, значит, был, конечно, под впечатлением этой, и я лег спать. И вот среди ночи, значит, как будто меня что-то толкнуло. Я не мог понять, то ли это сон, то ли явь. Но я услышал звонок в дверь. А дело в том, что позвонить в дверь можно было только с внутренней площадки. Для этого надо было зайти сюда. А чтобы зайти на эту площадку, ну, ключи были только у тех, кто там жил. Открывает дверь, и за дверью стоит женщина. Вот. И я как-то сразу понял, что это Мария. Вот. И сразу понял, что она, ну, что это не живой человек. Вот. Но я видел ее одежду, видел, все увидел, да. И как любой хозяин квартиры, я, конечно, так растерялся немножко, но
что бы любой человек сделал? Пригласил ее. И я так распахнул дверь, проходите, ей сказал. А она, значит, сделала головой нет, что я зайти не могу. И сказала спасибо, кивнула головой и исчезла. И традиционными верованиями занимался, да, о шаманизме много писал, встречался с многими людьми, которые вот этим занимались, и которые были не шарлатаны, в такие вещи верю. Один тоже был случай, когда я с друзьями-геологами сплавлялся по Индигирке до Белой горы. Среди ночи подплываем к одной деревне, чтобы купить хлеб. А это экспедиция там, да, геологи, а там Федоров есть. Я в то время работал уже главным редактором газеты «Якутия». На берег Федорова, да, срочно, потому что у него завтра вечером встреча с президентом. И когда уже я выхожу, понимаю, что я как раз писал об одном случае, который произошел вот в этом селе, связанный с шаманом. Село было Кибергене. Когда начали строить аэродром, он прошел практически, ну, не по шаманской могиле, а совсем рядом. Полосу построили. И там произошло 3 аварии. Самое это интересное, что работники райкома партии на партийные деньги купили бычка, вот, чтобы принести в дар этому шаману. Собрали, значит, стариков, нашли какого-то человека, который эти обряды мог делать, и провели там обряд. Вот после этого самолеты с этой полосы стали взлетать. Я об этом написал. И тут раз, и вот меня на завтра мне с этой полосы взлетать. Утром я сходил, конечно, туда до конца полосы, вот там где-то он был похоронен, но мысленно попытался оправдаться как-то. Я же из благих побуждений это сделал. Я же вообще написал это только для того, что надо уважительно относиться к таким вещам. Там, да. Вот. Это, конечно, звучит забавно, но когда ты оказываешься в этой ситуации, вот, а потом прилетает самолет, и вдруг ни один человек не хочет лететь. Обычно в райцентре всегда много желающих, а тут ни один человек. Только я в этот самолет сажусь, Ван-2, и летчики. Я думаю, да, что-то опять тут. Жертвы будут минимальными. Остальные не заслуживают, наверное, кары. Но, тем не менее, когда мы взлетели, взлетели как по маслу и улетели благополучно. «Служители 3 миров» и «Воители 3 миров». 2 книги. С Авеем знаком хорошо. Мы с ним даже вместе ездили в Гренландию на всемирный слет шаманов. Из России нас попало всего 3 человека. Это Анатолий Алексеев, который занимается шаманизмом, да? Профессор Эвен. Вот. Значит, Савей и я. В Гренландии были шаманы со всего мира, начиная от Африки и заканчивая Бразилией, но они все безоговорочно приняли старшинство нашего Савея, доверили вот главный ритуал открывать. Когда мы прилетели в Копенгаген, Савей не может ложиться спать, пока мы тряпочкой не привяжем. Мы вышли на эту центральную площадь и стали искать, где бы там ветки пониже. А люди, наверное, думали, что они вообще хотят делать. Потом я дотянулся до одной ветки, наконец-то согнул. Савей привязал красную тряпочку. Ну все, неважно, Копенгаген, датчане, кто вокруг или нет, он жил своей жизнью. Он был очень, очень интересный человек. К сожалению, лично не встретился с Никоном, вот, который тоже знаменитый шаман был в Верхневилюйском Улусе. Вот. Но я, опять же, встречался с его учеником, хорошо общался с Арасунским. Никон еще был живой, он в 1984 году умер. При нем сделали склеп, он, как говорится, принял работу, все, да. А потом сказал в марте, что вот он через 2 недели там помрет, да, надо собирать родню, надо готовиться. И как сказал, так и умер. На дверях его избушки висело объявление, где было написано, что ему запрещается, значит, лечить, как в советские годы это было. А с другой стороны, сам министр здравоохранения каждый год летал к нему на лечение. Так что были настоящие шаманы. Я думаю, они и сейчас есть. Но и у меня на Украине вышла книжка
которую они назвали «Русалка». Приехал в Алекминск, говорю, а у вас вот какие-то мистические истории есть, что-то такое, легенды? Они говорят, да, есть. Знаете, у нас, говорят, в верховьях Алекмы живет русалка. Ну, я тогда заулыбался. Стала существовать эта история с конкретным адресом, куда я ее поселил. Сейчас непростые отношения такие с Украиной, да, и вдруг нашлись там люди, которые решили перевести, сами по себе решили издать. Все мои герои, они живут здесь. Они, может, в разных исторических эпохах существуют. Представители армянской диаспоры, вот, они, прочитав эту книжку, выбрали какие-то стихи под свой национальный армянский инструмент, прочитали, было очень интересно, необычно, трогательно. Вот. Ну и у меня, конечно, еще геологическая тема присутствует. Вот я говорил, роман «Сезон зверя», да, это вот моя геологическая юность, мой геологический опыт. Роман этот тоже как-то с интересом был встречен, его в Москве переиздали, в серии «Сибирский приключенческий роман». Вот. И в Якутске, в Бичике и в Москве сразу же сказали, надо писать продолжение. На Камчатке есть такое большое Курильское озеро, вот, возле которого собирается больше всего медведей в мире. Там идет нерест лосося, кадр, в нем одновременно 14 медведей. Все мои планы, вот, они как-то связаны с историей. За полгода 42-го года и начало 43-го, там месяца 3, вот, то есть когда только началась перегонка, значит, потери составили здесь вот летного состава целый авиационный полк. Почти 100 человек погибло вот в какой-то короткий промежуток времени. Каждый четвертый бомбардировщик и каждый пятый истребитель в начале войны был американский. Знаменитый асы, в частности Покрышкин, до самого конца войны воевал на аэроковре. И у нас, конечно, появились хорошие самолеты, но только во второй половине войны. Яки, Лавочкины, истребители. А эта история замалчивалась. За очень короткий промежуток времени было там 1,5 десятка аэродромов построено в безлюдных местах. Там, вот. Часто испытываю гордость за Якутию. Может быть, то, что люди, живущие здесь, как бы не осознают, или для них это является привычным, но очень часто вот какие-то вещи, которые у нас рождаются здесь, в Якутии, там, да, вот, начиная с тех же игр «Дети Азии», о которых там тоже по-разному говорили, да, или там здоровый образ жизни, над которым мы иронизировали, вот, или там вот циркумполярная цивилизация, да, Арктика, над которой тоже некоторые посмеивались. А сейчас, смотрите, Россия возвращается в Арктику, все арктические связи пытается восстановить, здоровый образ жизни пытается сделать государственной политикой. День матери, кто в России первый учредил? Якутия. Значит, День охотника, там, оленевода. Якутия, ну, очень такой продвинутый регион и в профессиональном плане, и в информационном. Мне не приходится в Москве краснеть за Якутию никогда. Вот. Поэтому вот это для меня очень важно, потому что я родился, это моя родина.